Здравствуй, весенняя республика! Как же мне приятно говорить эти слова. Уж больно долго мы ждали наступления этого вдохновляющего времени года. Согласитесь, что с первых дней марта в нас многое меняется в лучшую сторону. И сами того не замечая, мы подходим к выполнению дел уже с другим, более радостным настроем. И кто, как ни команда «Студия 11», готова разделить с вами весенние эмоции. Мы начинаем наш новый выпуск. О главных темах его первой части расскажу в анонсе. Я хочу, чтобы ты была счастлива. День, когда приятных сюрпризов от любимого мужчины точно много не будет. 100+1. Детская библиотека имени Самуила Маршака презентует краеведческий атлас. Спорт объединяет. Турнир по мини-футболу собрал необычные команды Сыктывкара. Ты должна быть самой счастливой. Эти слова своей любимой женщине сегодня должен произнести каждый мужчина. Праздник с необычным названием «Я хочу, чтобы ты была счастлива» напоминает сильной половине человечества, что именно от мужчины во многом зависит счастье женщины, которая находится рядом. Засыпьте свою даму комплиментами, сделайте долгожданный подарок, о котором она так долго мечтает. Возьмите все в свои руки, приготовьте обед или ужин. В общем, проявляйте сегодня максимальную заботу и только романтические чувства. Пусть это будет генеральной репетицией перед 8 марта, главным женским праздником, и поверьте, ваша возлюбленная точно будет самой счастливой в мире. Мужчины Коми теплые пожелания своим дамам решили послать через телеэкраны. Наша команда прошла по улицам Сыктывкара и пообщалась с сильным полом столицы республики. Конечно, цветами, поцелуями, обниманиями. Своей женщины у меня нет, у меня есть только мама. Маму радую, дарю цветы. Любовью. Поздравлениями, теплыми поздравлениями. Цветы, стол. Надо это радовать только своим вниманием. Мое дело. Атлас краеведческих проектов 100+1. Сборник инициатив по таким названиям презентовала Национальная детская библиотека Республики Коми имени Самуила Маршака. Коллекция образовательных материалов ближе познакомит всех нас с историей и культурой Коми и, вполне возможно, вдохновит на собственные исследования. Все подробности об атласе мы узнаем у методиста библиотеки Ольги Худяевой. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Ну, вообще шикарный атлас, я уже так пролистал. Скажите, как пришла идея создания такого атласа? У нас состоялись мероприятия к юбилею республики. Соответственно, во всех учреждениях культуры, в том числе и в библиотеках, прошли интересные мероприятия. И захотелось про эти мероприятия собрать информацию и эту информацию загрузить в один сундучок, в одну книгу, чтобы сохранить это все наследие. Как долго создавался вот этот атлас? Мысль пришла год назад, наверное, она созревала в голове. И уже в июне, в конце мая мы подали клич библиотеке республики подключиться к этому проекту. И я очень рада и благодарю всех коллег моих из городов и районов, что они не остались в стороне и поддержали нас в этой идее. А вот с какой целью создан этот атлас? Цель такова, чтобы помочь, во-первых, библиотекарям и учителям найти идеи, как рассказать о краеведении, о нашей республике детям. Это ключевой момент. Ну и потом, я думаю, что эти идеи будут интересны не только педагогам, библиотекарям, но и всем, кто интересуется краеведением. И насколько известно, что материалы этого атласа уже сопровождаются QR-кодами, верно? Да, да. Если вы смотрите, там ведь не только сценарии мероприятий, там еще и издательские проекты, медиапроекты, сайты. И это все загружено в интернете, и это можно посмотреть, почитать. Я вижу, круто да. Вот, полистать, посмотреть и узнать много нового. Почему бы не использовать новые технологии в этом атласе? Особенно для современного молодого поколения, правда? Конечно. Кто трудился над этим атласом, команда? Команда, если считать всех библиотекарей, огромная.
Это библиотекари со всей республики, потому что в этом атласе собраны проекты абсолютно со всех муниципалитетов республики. Кто-то побольше прислал, кто-то поменьше, но участвовали абсолютно все. Поэтому команда огромная. Я знаю, что это рабочая версия атласа, да, то есть мне вообще повезло. В дальнейшем будут какие-то, может быть, проводиться дальше работы, какие-то планы, У нас, цели? да, мы распечатали, посмотрели, и, немножко доработать, нет предела совершенству, поэтому есть у нас еще, скажем так, идеи, как улучшить, чтобы уже выставить в доступ. Ну и самый главный вопрос, Ольга, скажите, можно ли будет связаться, например, с авторами проектов? Да, Какими конечно, вдохновителями? потому что после каждого проекта даны контакты, Вот вижу, да. да, телефоны, электронные адреса, поскольку здесь проекты представлены очень кратко, только вот самый изюм. Вот. А если заинтересовался человек, то он может позвонить или написать, связаться с автором проекта или с куратором проекта, обсудить все нюансы, завязать деловые контакты и провести мероприятие уже на своей базе. Очень крутой и классный атлас. Ольга, спасибо огромное, что пришли к нам в гости. Желаю удачи. Спасибо вам. В Сыктывкаре завершился турнир по мини-футболу на Кубок Министерства внутренних дел по республике. Идейными вдохновителями спортивных баталий выступили члены Общественного совета ведомства. За победные голы ворота соперника, помимо игроков команды МВД, боролись также коллективы ведущих вузов и техникумов в столице Республики Коми. По словам организаторов, такие встречи направлены на развитие игровых видов спорта и продвижение здорового образа жизни среди молодежи. Матч открытия обернулся победой для команды Министерства внутренних дел. Ворота студентов автомеханического техникума они забили 8 голов. А вот во втором поединке образовалась ничья. 4-4 между коллективами Сыктывкарского государственного университета имени Петирима Сорокина и Лесного института. Вам понравилось, ребята? Второй вопрос. Еще будем встречаться. Тогда скажем огромное спасибо Юрию Викторовичу Балабонову, который был генератором этой идеи собрать именно студентов и учащихся города Сыктывкара. Уверен, что мы еще не раз проведем такие соревнования. Я надеюсь, вы поняли, что такое дружба. В спорте есть соперники, в спорте нет врагов. Все участники соревнованиями остались довольны. Вполне возможно, в скором времени футбольные баталии будут организованы еще раз. Время стремглав бежит вперед, и в очередной раз мы не заметили, как приблизились к экватору нашей программы. Продолжим наш позитивный эфир после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. В эфире «Студия 11», программа, в которой все обязательно приобретает оттенок хорошего настроения. Готовы продолжить просмотр сюжетов? Тогда не будем откладывать. Сделал первые шаги, в руку клюшку ты бери. Расскажем все о пользе хоккея. Мастер года 2022. Какой будет предюбилейная 29-я выставка декоративно-прикладного искусства? По улицам Яринска. Поднимемся на колокольню, пройдем по набережной, узнаем, что связывает это место с Коми. В хоккей играют настоящие мужчины. Эта строчка из известной песни как нельзя лучше характеризует тех, кто решил посвятить себя ледовому спорту. Хоккей – захватывающий дух и в то же время требующий максимальной концентрации и силы. Заниматься им непросто, но зато, как и любым другим спортом, очень полезно. Чтобы узнать все прелести ледовой активности, Евгения Кладкевич заглянула в сердце сыктывкарского хоккея – Северную Олимпию.
Хоккей – тяжелый и в то же время очень притягательный вид спорта. Говорят, если хоть раз вышел с клюшкой на лед, остановиться уже не сможешь. И действительно, ежегодно профессиональный хоккей пополняется тысячами новых имен. Этот ледовый вид спорта очень популярен по всему миру, а между тем появился он 150 лет назад. Первый матч тогда отыграли на катке «Виктория» в Канаде. Быстрыми темпами хоккей освоили другие страны, в том числе и наша. Нередко российская школа хоккея становилась лучшей на мировой арене спорта. О том, как сейчас это направление развивается в столице Коми, мы решили узнать в сердце ледовой игры Северной Олимпии. Юный возраст большой силе не помеха. Ежедневно на своем примере это доказывают юные хоккеисты Сыктывкарского ледового дворца. Шайбу в ворота здесь забивают дети от 4 до 16 лет. Ребята разделены на несколько возрастных групп. Спортивную подготовку малышей 2015-2016 года рождения развивает Александр Шибанов. За плечами 33-летнего хоккеиста 10 лет тренерского стажа. О своих подопечных Александр Сергеевич отзывается с гордостью. Ведь абсолютно каждый ребенок, по его словам, выкладывается на льду по максимуму. Почему тебе нравится хоккей? Как папа сказал, мужики играют только в хоккей. Что самое сложное для тебя в хоккее, вообще тренировки? Это зал, растяжка и еще дополнительная растяжка. Дополнительные вратарские тренировки – это как растяжка. Хоккеист вообще спортсмен сильный? Когда я был нападающим, то нет, но так-то сегодня, поймал много шайб, только 2 забили. Тут все со шайбой, с клюшкой. Можно кататься, а не бежать. Кто тебя на хоккей привел? Мама. Сразу понравился он тебе? Да. Тренировки такие активные. Нет такого, что вот лень, не пойду, не хочу. Отдавать ребенка в хоккей лучше в 6-7 лет. Выявив сильные стороны новичка, тренер выбирает для него подходящую позицию в команде – нападающий, защитник или вратарь. Значимую роль в спортивном процессе занимает так называемая земля – занятия в зале. Работа с тренажерами, растяжка и обязательно кардионагрузка. Все это важно, ведь успех будущего хоккеиста во многом зависит от физической формы. Хоккей все физические качества развивает абсолютно. Всесторонне дети развиваются. У нас не только на льду тренировки, в зале, на улице, выезжаем летом на сборы. Были примеры, что вот приводили ребенка, болел ребенок, стал заниматься и гораздо лучше стало, и перестают болеть. Занимаются, конечно, спорт. Любой спорт, мне кажется, поможет. Кроме крепкого здоровья, хоккей дает молодым дарованиям еще и путевку в жизнь. В возрасте 14-16 лет у спортсменов есть шанс попасть в высшую лигу. Так немало наших хоккеистов уже играют за череповецкую команду «Северсталь». Ребенку, мне кажется, надо давать попробовать многим видам спорта. И если ему понравилось, тогда, конечно, надо постараться сделать все, чтобы, форма, это поездки, соревнования. Если ребенку это нравится, будет какой-то толк. То есть сейчас есть можно жизнь свою связать. В дальнейшем это поможет в учебе. Есть сейчас студенческая лига, команду сделали в Ухте. То есть можно за счет хоккея дальше поступить в университет, получить образование и параллельно заниматься любимым делом. Именно так в студенческое время Александр Шибанов и поступал. За время учебы он успел поиграть за несколько профессиональных команд. Студенческой лиги, по мнению тренера, очень не хватает и в столице Коми, чтобы сыктывкарские ребята, приходя на хоккей, сразу видели перспективу на будущее. Сегодня в Национальном музее откроется предюбилейная 29-я республиканская выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года 2022». В экспозицию включены авторские изделия высокого качества с оригинальным замыслом и эстетической ценностью. Всего представлено 280 произведений прикладного искусства. За звание лучшего поборются 114 умельцев из 12 муниципалитетов нашего региона. Подробнее о выставке нам расскажет куратор Ксения Качер. Ксения, добрый день. Добрый день. Очень рада вас видеть. Вот я уже чуть-чуть рассказал, что это такое, «Мастер года 2022». Что будет представлено? Традиционно на выставке представлены работы, которые имеют, как правило, утилитарный характер. То есть это предметы быта, выполненные в традиционных для Республики Коми техниках декоративно-прикладного творчества. Это тканые половики, пояса, украшенные вышивкой изделия, рушники, предметы одежды.
Это костюмы традиционные и авторские. Это глиняная, керамическая какая-то бытовая утварь. Берестяная, выполненные из дерева предметы быта. Из лозы, куклы, игрушки авторские и традиционные. Как же будет сложно, мне кажется, выбирать, да, лучшего мастера, потому что домашняя вот эта утварь, да, быт, это всегда интересно. Да, это, несомненно, очень тяжело. Но мастерство художника, не просто ремесленника, а художника, заключается в том, чтобы традиционный материал, традиционное ремесло умело подать и использовать в современных изделиях, современных и актуальных для современного быта. Я знаю, что будут представлены работы народного мастера России, да, Семена Аверина. Да, по итогам выставки ежегодно выбирается мастер года, которому присуждается правительственная премия в области декоративно-прикладного искусства имени Семена Ильича Аверина. И эта премия уже вручается, 29-й раз будет вручена. И, к сожалению, мало кто знает, кто такой Семен Ильич Аверин и чем, собственно говоря, он прославился, что его именем названа премия. И нами было принято решение найти его работы, чтобы более подробно рассказать о том, кто Семен Ильич Аверин и в чем заключается его вклад в развитие декоративно-прикладного искусства и творчества Республики Коми. Нам очень большую помощь оказали в этом сотрудники Сыктывдинского музея истории и культуры и сотрудники Пашгинского этноцентра, которые помогли нам собрать фотоматериал о Семене Ильиче и предоставили нам его работы, которые мы смогли выставить на выставке, и помощь нам оказали его родственники. Здорово. Я знаю, что вот эта выставка будет, ну, она вообще приурочена, будет ли она приурочена, так скажем, году педагога и наставника, объявленного в России президентом нашей страны? В рамках этой выставки будет организовано проведение акции, которая приурочена к году педагога и наставника, которая называется «Учитель тот, кто сам растет». Участники этой акции – это те педагоги, которые занимаются с учениками, передают мастерство, учат их как раз ремеслам. Это и работники школ, учреждений среднего и высшего образования, это сотрудники учреждений культуры, которые работают в студиях, которые сами представляют свои работы на выставке. Это же очень важно, когда помимо того, что педагог ведет преподавательскую деятельность, учит кого-то ремеслу, когда он сам работает, творит и растет. И показывает пример еще, да? Да, и что немаловажно, вот работы Семена Ильича Аверина, почему мы и решили выставить именно в этом году, потому что Семен Ильич, он является педагогом для целой плеяды мастеров Республики Коми, потому что он более 10 лет работал в Пашгинском этноцентре как раз как педагог. У него учился в том числе Кочев Михаил Степанович, который уже в последующем стал педагогом для следующей плеяды мастеров. Последователем, да? Да, у Кочева уже учились Чичкарев Артем Львович, который является председателем выставочного комитета этой выставки, Кокорина Елена Валентиновна и Артем Львович и Елена Валентиновна, они являются народными мастерами России. И другие мастера. И они, в свою очередь, тоже продолжают передавать мастерство и учат сейчас детей. Как же все интересно и здорово. И взаимосвязано. Да, особенно в этот год. Ксения, огромное спасибо, что пришли к нам в гости. Наша беседа подошла к концу. Благодарю. И приглашаю всех на выставку, которая пройдет в отделе природы Национального музея Республики Коми до 14 апреля. Мы часто думаем о маленьких путешествиях на выходных. Что ж, можно заглянуть к нашим соседям. Например, в Яринск Архангельской области. Долгое время часть территории Коми входила в Яринский уезд. Так что эти места родные. Нас связывают история, река Вычегда и, конечно же, люди. Студия 11 нашла в Яринске мемориальную табличку Ивану Куратову, дом Валентины Витязевой и поднялась на колокольню, которую белил Петерим Сорокин. От Сыктывкара до Яринска всего 2,5 часа на машине. Это сейчас Яринск – село, а еще 100 лет назад был уездным городом. Впервые упоминается в Вычегодско-Ипатьевской летописи 1384 года. Старых деревянных домов здесь немало, особенно привлекают внимание вот такие веранды на столбах-опорах.
Гуляя по улицам и разглядывая архитектурные детали, мы увидели мемориальную табличку Ивану Куратову, который в середине XIX века учился в Яринском духовном училище. В этом доме в школьные годы жила Валентина Витязева, первый ректор Сыктывкарского университета, а человек, чье имя сегодня носит СГУ, великий ученый-социолог Петерим Сорокин, в детстве белил Спасо-Преображенский собор вместе с отцом и братом. Сейчас в храме располагается краеведческий музей. Несколько десятилетий собор покрыт строительными лесами. Похожая картина и в алтарной части. Зимой колокольня закрыта, но нам разрешили подняться. Сейчас мы посмотрим. Мы забрались на колокольню не только для того, чтобы посмотреть на Яринск сверху. Просим директора музея Дениса Иванова рассказать историю, связанную с Петеримом Сорокиным. Когда они белили колокольню, то подул сильный ветер, и Петерим чуть не упал вниз, получается, чуть не разбился. И его удержал старший брат. И так Петерим Александрович остался живым и столько много трудов сделал в своей жизни. Спасо-Преображенский собор можно увидеть на большой картине в Яринской библиотеке. Она находится в здании Земской управы 1905 года. Исторический облик дома сохранили. Осталась и широкая парадная лестница. А сама библиотека напоминает картинную галерею. Отдельное пространство посвящено уроженцу этих мест Николаю Лемзакову, заслуженному деятелю искусств Коми АССР. Он жил в Сыктывкаре с 1949 года. Кстати, во время одной из научных конференций известный историк нашей республики Александр Попов неожиданно обнаружил в Яринске свой детский портрет кисти Лемзакова. Бывают и такие сюрпризы. Есть в библиотеке и литературный музей, где нам показали семейный фотоальбом художника. Родители у него из крестьянской семьи, такая сильная крестьянская семья. Кстати, стены библиотеки расписаны студентами нашего колледжа искусств. Об этом рассказала заместитель директора Александра Авнигина. Вообще жители Яринска чаще бывают в Сыктывкаре, чем в Архангельске, и многие выпускники школ едут учиться в столицу Коми. Во время экскурсии мы заметили вот такой уютный уголок под лестницей. Когда здесь была начальная школа, двоечники ждали звонка именно в этом месте. А сейчас можно сесть на диван и прочитать книгу об истории Яринска и найти новые нити, которые связывают эту землю с нашей республикой. На дворе март. Однако пейзажи за окном напоминают, что весна пока еще с приставкой «календарная». Белые сугробы и легкий морозец остались с нами на некоторое время. И лишь только взглянув на небо, осознаешь, что весна вступила в свои права. Этими снимками поделилась в социальной сети жительница Печоры. И на этом великолепии мы завершаем наш выпуск. Студия 11 прощается с вами, но ненадолго. Через пару дней с новыми силами мы встретим очередную рабочую неделю. А пока хороших вам выходных, добрых, веселых и насыщенных. Пока, республика!